Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. С 21 февраля несовершеннолетние смогут самостоятельно получать печатный сертификат от вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях или перенесенной болезни. Повышение эффективности государственных СМИ. В Якутске стартовала работа медиа-акселератора для государственных средств массовой информации. В Якутии в 2021 году на поддержке семей выделено порядка 14 миллиардов рублей. Начнем с эпидобстановки. За минувшие сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 4614 человек. Были госпитализированы 119 человек. При этом было выявлено 2503 новых случая инфицирования. Несмотря на большое количество вновь выявленных случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Несовершеннолетние лица смогут самостоятельно получать печатный сертификат о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях, прививке или перенесенной болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. При этом отмечается, что лицам, не достигшим 14-летия, для получения сертификата необходимо предъявить свидетельство о рождении сотруднику МФЦ. Изменения вступят в силу с 21 февраля. Порядка 14 миллиардов рублей выделено в 2021 году на поддержку семей в Якутии. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Балабкина. Так, более 26 тысяч семей получили финансовую поддержку в связи с рождением детей. Дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет направлены для более чем 49 тысячам детей. Помимо этого, более 5 тысяч малоимущих семей получили поддержку на сумму более 500 миллионов рублей. Получить жилье станет проще. В Якутии детям-сиротам, которые достигли 23-летнего возраста и все еще находятся в очереди на получение квартиры, будут выдавать сертификаты на покупку или строительство жилья. Но есть и строгие условия. Обо всем подробнее смотрите в сюжете Мадины Халиковой. Анна Ю уже несколько лет живет в Якутске и стоит в очереди на получение собственного жилья. Анне 24, она замужем, работает и воспитывает ребенка. Переехала в столицу из Вилюйска. Пока до заветных квадратов еще далеко, ведь перед ней еще несколько десятков человек, таких же желающих. Но сейчас, с принятием нового закона в республике, получить свою квартиру ей стало гораздо проще. Ведь дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста, могут получить сертификат на покупку жилья. И этой возможностью девушка решила воспользоваться. Я решила поучаствовать, потому что это наиболее выгодное предложение, потому что когда выдают квартиру, это 33 квадратных метра, это очень мало. У меня уже есть сын, поэтому одна комната это уже как-то тесновато. Поэтому хочу подать заявление на получение. Сертификат суммой около 3 миллионов рублей выдается на положенные 33 квадратных метра, но все же при его использовании можно добавлять собственные средства или же воспользоваться материнским капиталом, а также ипотечными программами, как льготной, так и дальневосточной, и приобрести жилье уже нужной площади. Также можно потратить сертификаты на долевое строительство и на покупку участка с домом, или же под возведение своего здания с нуля. Заявление подается в орган местного самоуправления, то есть к нам в отдел опеки. Они приходят и по перечню документов, которые в порядках установлены, они подают нам заявление. На основании этого заявления мы в течение 30 дней рассматриваем, потом уже направляем в Министерство строительства, это дирекция жилищного строительства, уже список тех детей, которые соответствуют этим параметрам. Условия для получения жилищного сертификата достаточно строгие. Человек должен достигнуть 23-летнего возраста, не иметь судимости, не состоять на учете в психо- и наркодиспансерах и работать не менее 12 месяцев. Сертификат позволяет именно тем детям, которые у нас на сегодняшний день достигли 23 лет и имеют, дееспособны, не имеют судимости, имеют постоянную работу, для них возможность получить более быстрыми способами, не дожидаясь завершения строительства объектов, а уже самим выбрать, если есть кому желание улучшить жилищные условия, не однокомнатно, а двухкомнатно, могут уже в рамках других социальных программ, льготных ипотечных продуктов приобрести на более большую и лучшую жилье.
Только в Якутске в очереди состоят без малого 850 детей-сирот. Из них под программу получения сертификата попадают более 250 человек. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск. В столице региона стартовала работа медиа-акселератора для государственных СМИ. Задачей, поставленной модератором мероприятия, министром инновационных технологий республики Анатолием Семеновым, является повышение эффективности государственных средств массовой информации. Работа акселератора пройдет по опыту прошлых проектов с IT-компаниями региона. Всего участие в программе примут 5 команд. Это представители Саха-Медиа, Саха-Печати, НВК «Саха», издательского дома «Каскили» и госсобрания «Илтумен». Я сразу сказал, что у нас не школа, то есть мы там не будем вручать дипломы. Они, конечно, получат знания, самые лучшие знания, которые есть сейчас в стране, в мире. Ну и они это смогут применить в деле. Довольно очень интенсивная работа будет, конечно, и от команд очень зависит их вовлеченность, умение распределить время, конечно, потому что параллельно и работать надо, и учиться, и еще придумывать что-то новое. Всего на разработку проекта у участников есть 3 месяца. Помогать им в решении поставленных задач будут менторы, представители ведущих федеральных средств массовой информации. Сам акселератор состоит из 6 модулей программы, один из которых пройдет за пределами республики. Между тем, работать с представителями госсми будут и ведущие специалисты страны в области журналистики, цифровизации и создания креативного контента. Перед приездом я всегда готовлюсь, потому что заготовленной прям вот программы шаблонной у меня нету. Это всегда программа делается под мероприятие. Сегодня я буду учить, как смотреть на деятельность СМИ с точки зрения бизнеса. Интересная тема, потому что все привыкли смотреть с точки зрения редакционной политики. Я буду смотреть на СМИ как на бизнес. В сокращенном варианте, но со зрителями. В столице Германии в четверг открылся 71-й по счету кинофестиваль «Берлинале». Несмотря на распространение омикрона, конкурс этого года проходит в очном формате, правда, по строгим правилам. Подробности в следующем материале рассказывает Анастасия Дмитриева. «Мы снова на сцене. Вау!» – сказал художественный руководитель Берлинале Карла Шатриан, когда он и исполнительный директор Мариет Рисенбек в четверг официально открыли 72-й кинофестиваль. Эмоциональные речи, безопасные объятия и овации в честь врачей и медсестер ознаменовали церемонию, когда ежегодный киносмотр смог вернуться к очному формату. Всего 2 месяца назад было неясно, сможет ли мероприятие принять зрителей, сказала Рисенбек, добавив, что проведение фестиваля имеет огромное значение для киноиндустрии артхауса. Непредсказуемость развития пандемии вынудила нас в середине декабря задуматься о том, сможет ли Берлинале вообще состояться при личном присутствии, особенно в наши дни, когда многие люди находятся дома на изоляции. Для обеспечения безопасных условий для участников были введены строгие протоколы. Вместимость фестивальных кинотеатров была сокращена наполовину. Все гости должны быть в масках, полностью вакцинированы или иметь иммунитет после болезни. Перед посещением им нужно сдать тест на антиген. Никаких вечеринок проводиться не будет. Конкурсная программа в этом году также сокращена. За главные призы будут бороться 18 картин. Среди них фильм открытия Франсуа Озона «Петер фон Камп», пересказ исследования Райнера Вернера 1972 года о любви, ярости и собственничественности. Картина Александра Золотухина «Брат во всем» вошла в программу независимых режиссеров-новаторов «Encounters» «Встречи». Фестиваль продлится до воскресенья, 20 февраля. Необычные деревянные игрушки изготавливает жительница Якутска Наталья Мельникова. Ее работы стали широко известны не только в Якутии, но и за пределами республики. Материалом же для своих игрушек Наталья выбрала дерево. Продолжит Саргалана Неустроева. Она сейчас выходит с нами на связь. Саргалана, здравствуй. Расскажи нам о мастерице и о ее работах. Влас, приветствую. Сейчас я нахожусь в доме у Натальи Мельниковой и в руках как раз держу одну из работ мастерицы. Эта кукла была в прошлом году представлена в общей сборной экспозиции Тыгын-Дархан. Как и все работы Натальи, кукла старичка выполнена также из дерева. И на сегодняшний день это одна из немногих работ, которую Наталья
как нам сама призналась мастер, не продает. Эта кукла выставочная, она часто ездит на различные выставки и фестивали не только по Якутии, но и за пределами республики. О нюансах изготовления кукол из дерева нам расскажет сама Наталья. Так, мы поставим куклу сюда. Как ее поставить? Наталья, здравствуйте. Ну, для начала расскажите о том, как изготавливается кукла, насколько это долгий процесс, сколько этапов изготовления изделия одного. Так, то, чтобы вырезать все детали, то есть деталей очень много, они шарнирные, подвижные в суставах, но то, чтобы вырезать чисто детали вручную, уходит примерно месяц. Потом идет подгонка деталей, то есть это получается куклу надо полностью собирать, подгонять, шарниры друг к другу, разбирать, шлифовать, то есть на это уходит тоже очень много времени. И минимум на изготовление полностью, чтобы весь образ был создан, минимум уходит где-то полгода. Это минимум. Расскажите, пожалуйста, почему вообще именно дерево вы выбрали своим материалом для изготовления кукол? Почему именно куклы, в частности? Ну, во-первых, скажу, что я очень-очень люблю вырезать. Это прям такой процесс медитативный, что сидишь прям и процессом наслаждаешься. Во-вторых, вот это вот сам материал, он такой теплый, то, что его натуральность, да, и потом я люблю все создавать очень качественно, поэтому вот эта вот прочность дерева, оно вот это вот, скорее всего. Ну, до включения мы с вами обсуждали участие местных мастеров в различных выездных международных, да, выставках. Насколько сейчас в целом это поддерживается, насколько это продвигается, и хотелось бы вам здесь как-то почувствовать больше поддержки со стороны, может, правительства. Да, вот поддержки очень хотелось бы, конечно, потому что кукольников в Якутии нас не так уж и много, человек 50 от силы есть. И есть те, которые самостоятельно этим занимаются, которые вот в Союзе кукольников Якутии даже не состоят, тоже есть. На международные выставки у нас кукольники в основном ездят за свой счет. И это, конечно, накладно. Хотелось бы, да, вот культуру нашу показывать в куклах тоже очень хочется. И чтобы поддержка была. Ну, говоря о культуре, ваши куклы, они ведь чаще всего в национальном стиле исполняются. Вот как вообще в целом вот эта вот кукла, ее образ приходит к вам в голову? Вы здесь руководствуетесь какими-то, ну, каким-то вдохновением или что-то другое все-таки? Так, бывает так, что создаются семинары, на которые можно ходить, вот по раскопке, да, например, там старинные раскопки делают археологические, и там прям вот рассказывают, какие костюмы были, в каком веке что было. И это очень интересно и очень вдохновляет на создание вот именно вот таких вот кукол в национальном стиле. И хочется об этом рассказать очень большему количеству людей, и чтобы они узнали, что есть такая культура у нас, что раньше вот так вот было, сейчас вот так. То есть и в современном стиле тоже хочется показывать что-то, не только в том плане, что когда-то было так, да, но и современный стиль тоже хочется показывать. Спасибо.
Ну, стоит также отметить, что работы Натальи, они не выполнены в едином стиле. Здесь каждая кукла индивидуальна, если можно так сказать. При этом Наталья часто выставляет свои работы на местных выставках, и ее работы, несмотря на это, широко известны за пределами республики, то есть большая часть заказов поступает именно оттуда. Одна из кукол Натальи улетела в 2019 году в Нью-Йорк. Это была очень большая работа, была проделана не только по вырезанию самого изделия, но и по поиску каких-то, как это можно сказать, поиск информации, да, сам по себе для создания вот образа куклы также занимает очень много времени. И подробнее о том, как проходит этот процесс, какие на сегодняшний день у Натальи планы, мы расскажем в следующих выпусках новостей в нашем сюжете. Ну а к этому часу у меня все. Влас. Сарглана, спасибо. Я напомню о необычных деревянных куклах якутской мастерицы Натальи Мельниковой. Нам рассказала наш корреспондент Сарглана Неустроева. Ну а мы идем далее. Жители России в Пекине поделились мнением о ситуации вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валеевой. Напомню, в командных соревнованиях по фигурному катанию первое место заняла команда ОКР. Церемония награждения должна была пройти во вторник. Однако россиянку обвинили в употреблении допинга и временно отстранили. В среду антидопинговый комитет РУСАДА отменил временное отстранение, что позволило фигуристке продолжить участие в Олимпиаде. В Международном агентстве допинг-тестирования заявили, что взятая во время чемпионата России 2021 года проба дала положительный результат на триметазидин. В свою очередь в ОКР заявили, что данная допинг-проба Валиевой не относится к периоду проведения Олимпийских игр. Наши спортсмены неоднократно подвергались очень тщательным проверкам на допинг, и с их стороны это было бы абсолютно глупо приехать нечистыми. Я уверена, что наши спортсмены чисты, что они не подвергли бы себя такой опасности, и тем более нашу страну, не подвергли бы Россию такому бы скандалу допинговому. Вся эта ситуация даже не столько отнимут, не отнимут медаль, вся эта ситуация просто расстраивает. Любого человека, думаю, это расстраивает, как патриоты нашей страны. Вот, тем более такие молодые спортсмены. Конечно, ситуация очень размытая. Никто не понимает, что происходит и почему, кому это надо. Ну, конечно, мы не знаем всю правду и не можем комментировать и, наверное, даже обвинять какого-то индивидуального штаба людей или одного единственного человека, но очень сильно грустно. Таковы главные новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале.